Разнообразие всевозможного оружия, взрывы гранат, более сотни реалистично разрисованных карт, приятная графика, легкое и простое управление, автоматные очереди, сменяющиеся на общекомандные призывы атаковать соперников. Игра, которую по заставке узнает каждый незаядлый игроман. За победу сегодня борется 8 команд, по 5 человек в каждой. Все это начинающие и опытные геймеры. Counter-Strike – игра от первого лица, суть которой в противостоянии двух команд – террористов и спецназа. Команда может добиться победы в раунде, просто перебив всех противников, либо выполнив определенные задания. Муслим Бариев, что называется, игроман со стажем. Игрой он увлекся 3 года назад. Начинал с легкого уровня, воюя с интернет-ботами, преодолевая более сложные уровни. Юноша шутит, сам не заметил, как стал киберспортсменом. Пока что я еще учусь. 2 года – это небольшой стаж для игрока, для начинающего геймера. Пока что получается нормально. Играю сегодня за спецназ, чтобы не допустить террористам попасть на нашу базу. Пока что победу одержали еще террористы большинство, но мы будем стараться, чтобы этого не допустить. Стратегическое и тактическое мышление, быстрые реакции и даже креативность. На кибертурнире без этих навыков никак. Управление в основном мышкой. Противостояние напряженное, поэтому геймеры весьма эмоциональны. Пока одни вовсю увлечены игрой, Рамзан Барахоев только ждет очереди. В компьютерные игры он начал играть лишь недавно, поэтому этот турнир для него возможность увеличить свой скилл, то есть навык. На игру он пришел с командой школьных друзей. Надеется, что их сыгранность поможет одержать победу на турнире. Мы играем уже где-то 1,5 года вместе, но с ними мне намного легче играть, потому что ты каждого знаешь, и психологически это даже не давит на тебя, когда ты играешь в такое дружеское общение. За ходом игры следят организаторы, чтобы участники не использовали читы. Для непросвещенных это интернет-команды, вбивая которые можно сделать своего персонажа неуязвимым. Несмотря на всю популярность геймсофта, это первый турнир такого масштаба, организованный комитетом по делам молодежи. Есть определенная система, которая автоматически блокирует и выкидывает тех, кто вписывает читы, читеров, скажем так. То есть над этому тоже уделено особое внимание, то есть у нас все честно. Сражаться спортсмены будут несколько раундов, а команда лучших игроков получит ценные призы и подарки. Тамара Хшагульгова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.